Якутский медицинский колледж – старейшее образовательное учреждение медицинского профиля в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока. 2 сентября 2016 года исполняется 110 лет со дня основания. Историческая справка. Якутская область всегда испытывала острую нужду в медицинских работниках. В декабре 1897 года по инициативе недавно назначенного якутского областного врачебного инспектора Виталия Антоновича Вангродского созывается первый съезд врачей и фельдшеров, на котором он впервые поднимает вопрос о необходимости открытия в Якутске мужской фельдшерской школы. Областной врачебный инспектор бил тревогу по поводу того, что в северных округах области нет ни одного фельдшера или фельдшерицы-акушерки, а в Якутском округе их вместо 18 только 3. Кроме того, Вангродский подчеркивал, что крайне необходимо озаботиться подготовкой фельдшеров именно из местных жителей, поскольку почти все население говорит только на якутском языке. 9 лет потребовалось Виталию Антоновичу Вангродскому, чтобы осуществить задуманное и жизненно необходимое для будущего Якутии дело. Историческое событие открытия школы произошло 2 сентября 1906 года, а занятия начались уже 4 сентября. Интересный факт. Педсовет школы во главе с первым директором Вангродским не побоялся вынести постановление о приеме в мужскую фельдшерскую школу женщин и девушек, правда, в качестве вольнослушательниц. Как отмечал в своих воспоминаниях сподвижник Вангродского доктор Мышкин, этим постановлением дана была неполноправной якутской женщине лазейка в школу. Но если представители сильной половины человечества учились бесплатно, то вольнослушатели должны были платить за обучение 10 рублей в год. С тех славных времен прошла целая эпоха. Эпоха становления, бурного развития и великих открытий российской медицины. На протяжении долгих лет Якутский медицинский колледж шагал в ногу со временем, удовлетворяя потребности якутского гражданского общества. И сегодня он является инновационным учебным заведением, претворяющим в жизнь передовой опыт и технологии среднего медицинского образования. Статус колледжа предъявляет очень много требований по укреплению материально-технической базы, постоянному совершенствованию организации образовательного и научно-практического процесса, ориентированного на подготовку конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов по таким направлениям, как акушерское дело, лабораторная диагностика, лечебное дело, сестринское дело, стоматология ортопедическая, фармация. В настоящее время в колледже обучается свыше 1000 студентов. Филиалы также расположены в городе Мирный, в городе Ленск по 6 специальностям базового и повышенного уровня образования. Успеваемость составляет 100%, качество 55%, показатели итоговой государственной аттестации выпускников, успеваемость 100%, качество 88%, трудоустройство выпускников 96%. Успешно реализуется инновационный проект «Колледж-вуз» с медицинским институтом СВФУ, который заключается в целевом поступлении выпускников колледжа в медицинский институт. В течение полугода преподаватели СВФУ готовят лучших выпускников колледжа к сдаче ЕГЭ. Затем выпускники поступают в мединститут не по общему конкурсу, а на целевые места. В прошлом году поступили 12 выпускников, в этом году 14. Всего 26 студентов – выпускники колледжа, которые в данный момент являются студентами медицинского института СВФУ имени Амосова. Пациенту примеряется протез.
Преподаватели колледжа ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Многие из них, преподаватели высшей категории, обладатели единовременного поощрения главы республики среди преподавателей среднепрофессионального образования Республики Саха-Якутия. Также активно принимают участие в республиканских, всероссийских и международных конференциях, конкурсах, где занимают призовые места. Преподаватели колледжа творчески относятся к обучающему процессу, используя порой нестандартный подход. Так, в одном из кабинетов однажды появился корпус машины скорой помощи. Руководство и преподаватели стараются максимально приблизить к реальным условиям занятия студентов. Ведь в экстренных жизненных ситуациях они не имеют права на ошибку. В последние годы все чаще используются инновационные технологии. В сотрудничестве с якутскими разработчиками компьютерных игр введены интерактивные учебные комплексы по общепрофессиональным и клиническим дисциплинам, аналогов которых нет в России. Благодаря современному оборудованию и высокоскоростному доступу в интернет, медицинский колледж совместно с лечебными учреждениями проводят дистанционные практические занятия в режиме онлайн. Ведущие врачи республики прямо из операционных могут делиться своим опытом, консультируя будущих коллег. Данного пациента перевязки делаем каждый день. И в динамике мы видим, что эффект положительный, отек спадает. Повышая качество и эффективность учебного процесса без риска для пациентов, в медицинском колледже функционируют симуляционные классы, которые включают в себя большой перечень современного оборудования, от фантомов-тренажеров до высокотехнологичных роботов-симуляторов пациента. Каждый класс оборудован всем необходимым реквизитом, который в будущем может понадобиться в работе. Кабинеты воссоздают реальные условия лечебных учреждений. В таких симуляционных классах студенты с интересом отрабатывают свои теоретические знания и набираются практического опыта.
В настоящее время симуляторы используются для обучения и объективной оценки обучающихся во многих областях деятельности человека, предполагающих высокие риски. Методики симуляционного обучения в медицине известны уже давно. В частности, в анестезиологии манекены применяются с 80-х годов XX века. Использование симуляторов, манекенов, фантомов позволяет многократно отрабатывать определенные упражнения и действия при обеспечении своевременных, подробных профессиональных инструкций в ходе работы. Именно симуляторы могут многократно и точно воссоздать важные клинические сценарии и возможность адаптировать учебную ситуацию под каждого обучающегося. Вот она идет 80 РР, расстояние между зубцами. В настоящее время в колледже успешно развита система социального партнерства. Социальное партнерство в медицине – это отношения между образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения, основанные на взаимной заинтересованности и конечном результате. При этом социальное партнерство позволяет учреждениям здравоохранения стать активными и полноправными участниками образовательного процесса, оказывая влияние на святая святых образования, его содержание, а образовательным учреждениям оказывать влияние на качество медицинской помощи населению. Основой взаимодействия между партнерами является сотрудничество, цель которого – удовлетворение текущих и перспективных потребностей регионального здравоохранения. Механизм создания социального партнерства – это движение навстречу друг другу, в котором научную и организационную основу системы составляют согласование целей, координация педагогических действий руководителей, преподавателей и организаторов практического обучения, связь теории с практикой. При этом одновременно удовлетворяются потребности конкретного учреждения здравоохранения, студента как личности в его интеллектуальном развитии и профессиональном самоопределении, и колледжа, который получает хорошо адаптированную базу к потребностям практической подготовки студентов. Непременной составляющей профессионального роста выпускника является учебно-исследовательская и научная работа, которой в колледже уделяется большое внимание.
Развитие исследовательских навыков, творческого потенциала и профессиональных компетенций лежит в основе деятельности студенческих кружков. Результаты своей работы студенты представляют на конкурсах исследовательских и творческих работ, которые проходят в рамках научных сессий, а также на межрегиональных научно-практических конференциях. Студенты неоднократно становились победителями региональных профессиональных конкурсов WorldSkills Russia, занимая призовые места на пьедестале почета. Отметим, что Республика Саха-Якутия присоединилась к Всероссийскому конкурсу рабочих профессий WorldSkills Russia в 2013 году и стала 10-м субъектом страны, вступившим в состав Всемирной организации в Российской Федерации. Главная цель WorldSkills Russia – это популяризация рабочих специальностей, привлечение молодых инициативных людей в рабочие профессии и специальности, повышение их престижа в обществе. Практическая направленность конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia позволяет готовить востребованных, компетентных специалистов рабочих специальностей в соответствии с международными стандартами. Участие в таких чемпионатах профессии позволяет наиболее полно оценить готовность участников конкурса к работе в реальных условиях. Для работодателя это значительно поменяет статус выпускника, ведь если он сдал итоговую аттестацию по стандартам WorldSkills, значит способен на самом высоком уровне реализовать навыки в своей компетенции. Важнейшей задачей, стоящей перед педагогическим коллективом Якутского медицинского колледжа, является обеспечение условий успешной адаптации и социализации студентов. В связи с этим при учебном заведении создано волонтерское движение. Впервые движение начало свою деятельность в начале 90-х годов и сейчас является доброй традицией уже в течение 25 лет среди студенческого и педагогического коллективов. Действующее движение называется «Милосердие», которое несет в себе сострадательное, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку, что является основополагающим в будущей профессии медицинского работника и ведет работу по 5 направлениям. Работа с социальными учреждениями, такими как детский дом «Берегиня», детский туберкулезный санаторий имени Дмитриевой, городской дом престарелых. Отряд «Доброе сердце» для работы по оказанию практической помощи в течение 2 лет ведется работа на базе Республиканской больницы номер 2 в отделениях травматологии. Работа с онкобольными детьми в Республиканской больнице номер 1 педиатрического центра по проекту «Уроки радости». Проведение уроков здоровья в школах города Якутска в рамках соглашения с Всероссийской общественной организацией в Республике Матери России. Оказание практической помощи престарелым на дому.
Целью медико-социальной помощи является достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации социально неблагополучных, а также лиц с физическими и психическими отклонениями. Такая бескорыстная помощь принимается подопечными с благодарностью, и студентов всегда ждут с нетерпением. Одним из важнейших компонентов в процессе образования является воспитание. Цель воспитательной деятельности медицинского колледжа – обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента, будущего специалиста сферы здравоохранения, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество. Студенческая жизнь в колледже наполнена множеством увлекательных мероприятий, где студенты приобретают настоящих друзей, раскрывают свои организаторские и творческие способности. Для формирования художественно-эстетических вкусов у студенческой молодежи с целью привития любви к прекрасному в колледже ведут свою работу самодеятельные творческие коллективы. В 2008 году создан ансамбль «Меданс». Под руководством Неустроевой данный ансамбль является лауреатом второй степени республиканского конкурса эстрадной песни среди студентов СУС Республики Саха-Якутия «Ыратумен». Также в 2009 создан танцевальный коллектив One Dance под руководством Стрекаловской. Данный коллектив является дипломантом городского фестиваля талантов 2015 года, дипломантом конкурса «Студенческая весна». Коллективы активно принимают участие во всех внутриколледжных, городских и республиканских мероприятиях. Среди медицинских работников не должно быть случайных людей. Человек, решивший посвятить себя этой ответственной и благородной профессии, обязан иметь все самые лучшие качества характера. Это честность, ответственность, трудолюбие, дисциплина, в том числе неукоснительное следование принципам здорового образа жизни. Сообразно этим принципам руководство медколледжа всячески поддерживает стремление молодых людей к занятию спортом. Студенты активно посещают секции по различным видам спорта, сохраняя свое здоровье и физическую форму, закаляя характер. Они и здесь достигают высот. Ребята ежегодно становятся победителями и призерами городских, региональных и всероссийских соревнований по ушу саньда, боксу, масс-рестлингу, волейболу, пляжному волейболу, легкой атлетике и национальным видам спорта.
Также при медколледже функционирует отдел профессионального дополнительного образования. Ежегодно проходит обучение от 2200 человек до 3000 среднего медицинского персонала. Из них краткосрочные курсы проходят от 240 до 400 человек. Организуются выездные циклы в 17-20 районных больницах. Учитывая потребности медицинских организаций, проведена переподготовка по 4 специальностям, обучено всего 63 специалиста. С 2013 года обучение проводят оленеводов, чумработниц, рыбаков и охотников с выездом на местах проживания. Обучено 178 человек. По специальной программе обучения прошли 35 человек, прошедшие лечение и реабилитацию от наркотической зависимости с последующим трудоустройством в качестве социальных работников. Работа Якутского медицинского колледжа по праву заслужила признание. За высокие результаты педагогического и студенческого коллективов в учебно-воспитательной деятельности Независимый общественный совет и Международная академия качества и маркетинга Российской Федерации признала Якутский медицинский колледж лауреатом конкурса «100 лучших образовательных учреждений среднепрофессионального образования России», а директор Дмитрий Афанасьевич Алексеев признан директором года и лучшим педагогом России. Дорогие друзья, перед вами группа СД-31. Ура! Всех с праздником поздравляем. И от имени группы СД-31 и СД-33 сердечно поздравляем с 110-летним юбилеем родного колледжа и вручаем благодарственное письмо преподавателям и руководителям нашего Якутского медицинского колледжа за добросовестное воспитание и обучение. Желаем вам дальнейших творческих успехов и процветания. Якутский базовый медицинский колледж является старинным учреждением, то учреждение, которое готовит для Республики Саха-Якутия средний медицинский персонал. Должна сказать, что это та кузница качественных кадров, которая работает уже около 110 лет. Справляя юбилей, медицинский колледж однозначно может гордиться и той своей школой, которая есть. И надо отдать должное, что в последние годы идет очень интенсивное развитие всей педагогической деятельности медицинского колледжа. Медицинский колледж является ведущим не только на территории республики, на территории Дальневосточного федерального округа. Он является и примером, и входит в лучшую когорту медицинских учреждений среднего звена по Российской Федерации. Сегодня я обязательно хочу сказать о тех людях и поблагодарить их, те люди, ветераны, вот именно педагогической службы, которая уже давно работает в медицинском колледже. Конечно, это Семенова Луиза Викторовна, это Мординова Наталья Дмитриевна, это Шадрина Любовь Ивановна, это Герасимова Клавдия Григорьевна, Маркова Валентина Ивановна. Это те преподаватели, которые в течение многих лет вкладывают свою душу, вкладывают свой профессионализм в наших ребят. И, конечно, значимость очень высокая. 110 лет – это огромный промежуток времени, поэтому я думаю, что только на перспективу. Сегодня здравоохранение развивается очень интенсивно. Сегодня мы развиваем новые технологии, мы внедряем высокотехнологичную медицинскую помощь. И, естественно, ждем от медицинского колледжа, чтобы он шел в ногу
с практическим здравоохранением, и чтобы те ребята, которые выходили, они могли работать и знать, что они выходят оказывать именно уже на уровне специализированной медицинской помощи, на уровне высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы они знали новые методики, чтобы они знали лекарственные препараты новые. И, конечно, мы ожидаем, что это будет то поколение ребят, и они выпускают то поколение ребят, которое будет дальше развивать и говорить о положительном имидже медицинского работника, чтобы всегда наше население понимало, что медицинская общественность – это элита, это интеллигенция нашего общества. Бережно сохраняя свои традиции, используя передовой опыт, колледж стремится к достижению новых высот в деле подготовки средних медицинских кадров для обеспечения социально-экономического развития республики и всей страны в целом.